Если что, я это нормально.
Позвольте пройти. Твоя камера, да? Значит, мне спиной не стоять. А я хотел тут в середине стать. Самое хорошее место. Здравствуйте.
Здорово. Нормально? Все ваши камеры, что ли? Это музей. Я снимаю. Куда транслировать? Так, мы решили. А отправьте там будет. Пока только на руках заходить. Лёва, как быть? Ладно, перестань, как буду ходить. Николай. Чувашнатси музейін күнізекпе қастар ішченезен, музей жен ветеранезен, қар поркетлерлікне парнерегензен, сыйлық сынақпа. Берсене паян, натси музейінже курма шал дери хавас. Паян наразу екен күнекі мұжынже, Чуваш натси музея, халық парқадарабе историяны правжи шар жолдылдарать. Добрый день, уважаемые участники и гости торжественного открытия юбилейного года со дня образования Чувашского национального музея, одного из первых научных и культурно-просветительских учреждений республики. Сегодняшнее торжество мы хотим начать с поздравления со столетием музея, которое мы получили от Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. Рад поздравить вас со знаменательным столетним юбилеем Чувашского национального музея. Основанный представителями научной и творческой интеллигенции, известными краеведами и этнографами, ваш замечательный музей является одним из старейших учреждений культуры республики и настоящим центром притяжения для тех, кто интересуется историей родного края, самобытными традициями, устоями и обычаями чувашского народа. Важно, что нынешний коллектив с огромным уважением относится к заветам предшественников, многое делает для развития музея и его филиалов. Ваша исследовательская, экспозиционная работы, востребованные образовательные, просветительские, информационные проекты обогащают культурную, общественную жизнь столицы Чувашии и региона в целом, служат воспитанию подрастающего поколения. Еще раз поздравляю вас с юбилеем. Желаю успехов и всего наилучшего. В истории Чувашского национального музея заканчивается одна эпоха и начинается другая. Сегодня мы приведем краткую экскурсию и вспомним, как все было. 12 февраля 1921 года постановлением областной секции по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Чувашской автономной области был открыт Центральный Чувашский музей.
Первым зданием музея стал бывший дом купца Прокопия Ефремова. Затем музей переехал в здание Успенской церкви. В 1980 году музей был переведен в дом Михаила Ефремова. В 1991 году первоначальное здание музея было возвращено, где сегодня располагается музейно-выставочный центр. Менялись не только здания, но и название музея. В 1937 году Центральный Чувашский музей стал Центральным Чувашским музеем краеведения. Уже в 1940 году музей был переименован в Краеведческий музей ЧАССР. В 1953 году преобразован в Чувашский республиканский краеведческий музей. А с 1993 года он именуется как Чувашский национальный музей. Первым филиалом стал литературный музей имени Константина Иванова, открытый в 1940 году. В 1963 году открылся музей в Марьинско-Посадском районе. В 1972 году на родине героя Андрея Григорьевича Николаева был основан маленький школьный музей, позднее ставший одним из знаковых музеев нашего края. В 1974 году открылся музей Василия Ивановича Паева. В 1975 году Алатырский историко-революционный музей. В 1980 году в Бресик музей, который стал позже нашим филиалом. В числе структурных подразделений также музеи Михаила Сеськеля, Чебоксаров и Канаши. В 2015 году открылся музей чувашской вышивки, где хранятся самые выдающиеся шедевры чувашских костюмов и украшений. А сколько еще в запасниках? В адрес музея поступают и в течение года будут поступать письма, видеоролики и открытки с поздравлениями. Уже прислали свои поздравления Томск, Красноярск, Петрозаводск. Все их вы сможете посмотреть на YouTube-канале нашего музея. И сегодня теплых слов будет достаточно. Череду поздравлений на торжественном открытии юбилейного года музея продолжают Леонид Ильич Черкесов, депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва, и Шолохов Александр Михайлович, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, президент ИКОМ России. Внимание на экран. Уважаемые земляки, дорогие работники Чувашского национального музея, примите самые искренние поздравления с столетием нашего национального музея. Недавно, буквально, мы отмечали столетие Чувашской автономии, и традиционно, конечно же, мы отмечаем столетие главного музея Чувашской республики. Музей, он славится своим архивным материалом, славится своими обычаями, традициями, накоплен значительный материал про быт чувашей, и семейный быт. И, конечно же, наш музей славится своим коллективом. Это профессионалы своего дела. А музей идет в ногу со временем, новые технологии, новые методы музейного дела используются. И в год столетия еще раз примите самые искренние поздравления. Правильно записывать это поздравление без моего коллеги, соседа Леонида Ильича, которого, я думаю, вы все очень хорошо знаете, и вам будет, наверное, вдвойне приятно получить это поздравление от нас. Я знаю ваш музей уже несколько десятилетий, и я прекрасно помню, с каким успехом проходили на наших площадках выставки. В частности, замечательная выставка «Народ в серебряных одеяниях». Это удивительная, действительно, традиция, удивительные возможности народа, которые сохранены в ваших фондах, которые сохраняются вашими специалистами. Я бы в этот день желал вам исполнения всех тех планов, а я знаю, у вас их много, которые вы наметили. Чтобы новые фонды были лучшими в мире, чтобы эти фонды постоянно наполнялись новыми предметами, и чтобы Чувашский национальный музей
был известен так же хорошо и еще шире, как это происходит сегодня, когда о нем говорят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. С юбилеем! От Союза музеев России с поздравительным письмом в адрес Чувашского национального музея обратился Михаил Борисович Петровский, президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа. Коллективу Чувашского национального музея. Дорогие коллеги, примите поздравления от Союза музея России по случаю столетнего юбилея Чувашского национального музея. Чувашский национальный музей – энциклопедия Чувашской республики, о которой рассказывает богатейшая коллекция, насчитывающая более 210 тысяч музейных предметов. Побывав в нем, можно узнать об истории, культуре, экономике и быте природы Чувашии. Здесь собраны уникальные экспонаты, которые больше не встретить ни в одном из уголков России. Ваш музей также является важным научным центром, силами которого ведется активная экспедиционная работа и работа по изучению исторических памятников. Происходит обмен опытом и знаниями в профессиональном сообществе. От имени коллег-музейщиков желаю всем сотрудникам Чувашского национального музея и его филиалов здоровья, благополучия, творческих идей, никогда не останавливаться на достигнутом и всегда добиваться высоких результатов. С праздником вас! На экране видео поздравления от Ксананты Кариковой, министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики. Уважаемые ветераны, сотрудники Чувашского национального музея, от всей души поздравляем вас с вековым юбилеем. Вы за эти 100 лет прошли очень достойный путь. Вы по крупицам собирали историю, традиции нашего чувашского народа. И благодаря вашему труду для нас доступны уникальные материалы об истории Чувашской республики. Вы не останавливаетесь на достигнутом, ежедневно внедряете в работу новые технологии, новые методы работы и стали сегодня уже таким локомотивом по развитию музейного дела республики. Я уверена, что вас ждут новые открытия, новые интересные экспонаты, и вы сделаете все возможное для того, чтобы история стала живой для всех наших жителей и гостей Чувашии. С видеопоздравлением выступит Володина Юлия Константиновна, директор Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова, председатель правления Совета музеев Приволжского федерального округа. Добрый день, уважаемая Ирина Петровна, дорогие коллеги. Нам сегодня очень приятно от имени Ульяновского областного краеведческого музея имени Ивана Александровича Гончарова и от имени межрегиональной общественной организации «Союз музеев Приволжского федерального округа» поздравить вас с замечательной датой со дня основания вашего музея. Вам сегодня 100 лет. И поэтому от всех коллег Приволжского федерального округа мы поздравляем вас с этой замечательной датой, желаем процветания вашему музею, желаем, чтобы ваш музей всегда был в рядах нашей организации. И еще сегодня очень бы хотелось вам сказать слова признательности и благодарности за наше с вами многолетнее сотрудничество. Мы вас ценим как замечательных и отзывчивых коллег, готовых на любые проекты. Мы всегда готовы с вами сотрудничать. И сегодня мы желаем, чтобы у вас было много новых тоже проектов, новых выставок, много благодарных посетителей в вашем музее. Мы желаем также счастья, здоровья всем членам вашего коллектива. Мы желаем, чтобы всегда в ваших домах царили мир, добро, тепло и уют.
Потому что когда у человека дома тепло и уютно, он с большим удовольствием приходит на работу и занимается творчеством. Мы желаем, чтобы это творчество было у вас всегда. И дома было всегда здоровье, тепло и уют. С юбилеем, дорогие коллеги! Будьте счастливы! Слово для приветствия и поздравления предоставляется Ильиной Ильиничне, начальнику отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры Чувашской Республики. Ирина Петровна, нация музея Мещенезем, Кильня Ханазем, музей Евродагансем. Нахтапаем Пити Пызык Павла Гон, Шагом Бит Мерфяти Теме Май, тут лежит Ирина Петровна Селета, Бурнеде Кильня Ханаземе Кильня Жента, Каласпулать Паянги, Кон музей Вишне, Пити Пызык Шайра, Хахлаппар, Курда Маленге, Владимир Владимирович Путин вышла за тогда министр Даран Саламас Максим Шикне, Шамбадаман Курса Галамалы Пити Сахал, Калас Килет Хаман Ятрам, Хаман Одил Ядничий, Шам музей Иди Пызык Ищу Забыры, Ирина Петровна Сирия Шамбек Пызык Шайра, Шюли Шайра, музей тут Сабына Жен, Маллада, Байхал тут Сайштезикма, Тури Буш Сабыдыр, Педем Щензине Сирин, музей Решензине Саламладов, Маллада Перле Ишлезе, Чуваш Республики, Жильпызык, Туинзем, Тузабрасчите Жукладов. Уважаемые коллеги, очень сложно после таких высоких поздравлений находить достойные слова, но хочу отметить, что действительно музей является одним из ведущих учреждений нашей республики. Они являются не просто музеем самым посещаемым для жителей республики, они являются методическим центром для всех музеев. И мы, Министерство, тесно с ними сотрудничаем. И, Ирина Петровна, благодарю вас за то, что в вашем коллективе трудятся достойные, высококвалифицированные специалисты. И думаю, что и впредь достижения музея будут только прирастать. Спасибо. Открывая юбилейный год Чувашского национального музея, сотрудников Чувашского национального музея приказом Министерства культуры Чувашской Республики вручаются почетные грамоты и благодарности. Итак, в рамках празднования столетия Национального музея почетной грамотой Министерства культуры и национальности и архивного дела Чувашской Республики за вклад в развитие культуры награждается Егорова Ирина Геннадьевна, заведующая музеем Михаила Каменского района Чувашского национального музея. Культуры награждается Иванова Анна Юрьевна, методист по научно-просветительской деятельности музея Чувашской Республики. Благодарностью за вклад в развитие культуры награждается Сергеева Татьяна Анатольевна, билетный кассир Чувашского национального музея. Для поздравления к микрофону приглашается Демидова Светлана Валерьяновна, председатель Чувашского республиканского комитета профсоюза работников культуры. Очень много было добрых слов сказано, но вдобавок только хочу сказать, уважаемые Ирина Петровна, дорогие ветераны, уважаемые коллеги, гости, сегодня действительно очень такая дата красивая. И позвольте от имени профсоюзов Чувашии поздравить вас с этим юбилеем, тем более вы наши
одной даты. Мы в прошлом году тоже справили 100-летний юбилей. Так как сегодня день дарения в музее, я хочу подарить вам вот эту книгу, которая вышла «100 лет на защите интересов человека труда» называется. Это история всех профсоюзов Чувашской республики, всех отраслевых профсоюзов. Ну и чем мы занимаемся в течение века и будем заниматься, надеюсь, в течение века вместе с Национальным музеем. Мы приготовили поздравительный адрес, я, конечно, не буду его зачитывать, надеюсь, он будет доступен на вашем сайте. Хочу сегодня от имени республиканской организации тоже вручить наши награды. От имени председателя Российского профсоюза работников культуры хочу вручить благодарность Меньшиковой Ирине Петровне, директору Национального музея, за безупречный плодотворный труд в отрасли культуры, достигнутые успехи профессиональной деятельности, вклад в развитие музейного дела, обогащение культурных традиций, научно-просветительской деятельности, активное участие в общественной и профсоюзной жизни. Дальше вместе я хочу сказать, что много сказали про работу, действительно очень высокопрофессиональные сотрудники здесь работают, и очень дружный коллектив, и это, конечно же, благодаря руководству музея, я имею в виду, что нету напряженки в музее, только благодать. И я хочу сказать, очень на высоком уровне стоит работа по социальному партнерству между коллективом и администрацией. Имеется замечательный коллективный договор, который неоднократно на республиканском уровне он занимал первые места. Я надеюсь, он будет на таком же уровне. И у нас и первички, очень хорошие, достойные люди руководили. И, надеюсь, эта традиция у нас сохранится. И, конечно же, у истоков становления музея стояли очень творческие, креативные люди, и традиции сохраняются. Надеюсь, молодое поколение, которое сегодня работает в музее, будет достигать еще больших высот. Тем более сейчас очень много потенциала, и интернет-площадки вы используете. Очень большой ресурс для того, чтобы музей процветал и был доступен для людей. Спасибо вам за работу. Дальше благодарность такую же хочу вручить Волковой Татьяне Николаевне, заместителю директора по основной деятельности, наш бывший председатель правкома, член президиума. Вот такой мудрый человек. Ее советы нам очень нужны, и я надеюсь, мы дальше будем сотрудничать. Такую же благодарность хочу вручить Кушмановой Ольге Геннадьевне, заведующей отделом маркетинга и культурно-образовательной деятельности, члену правкома, спортсменке, активистке. Во всех наших спортивных мероприятиях она у нас передала. Такую же благодарность хочу вручить Межляковой Оксане Сергеевне, главному хранителю музея, которая была у нас лучшим молодым профсоюзным лидером в республике, стояла в Совете молодежи. И очень инициативная, очень креативная молодежь в нашем музее. Спасибо. Хочу вручить благодарность Жестянкиной Людмиле Олеговне, заведующей музеем воинской славы, которая с очень таким всегда встречает наших ветеранов. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы, вот наши ветераны, всегда ее благодарят и говорят спасибо, скажите от нашего имени, за хорошую экспозицию, за хорошее мероприятие. Спасибо. Дальше будем сотрудничать. Почетный грамота Чувашской республиканской организации вручается Матвеевой Елене Аверьевне, заведующей музейным выставочным центром, за безупречную подготовку в области культуры, музейного дела,
активное участие в общественной и профсоюзной жизни в связи со столетием со дня основания Чувашского национального музея. Такой же почетный грант я хочу наградить Сильверстерову Надежду Аркадьевну, заведующую музеем Чувашской выставки. Это у нас музей на сегодняшний день. Наши члены профсоюза очень любят посещать этот музей. Спасибо вам. Такой же грамоты хочу наградить Григорьева Анатолия Петровича, заместителя директора по общим вопросам, члена правкома. Пока не знаю как, но член Ревкома профсоюза. Надеюсь, мы будем вместе сотрудничать дальше. Спасибо. Почетной грамотой хочу наградить Иванову Алину Анатольевну, научного сотрудника отдела маркетинга и культурно-образовательной деятельности. Отдел маркетинга у нас всегда впереди с шагом. Молодцы. Музеи. Хочу наградить почетный грант Полякову Елену Андреевну, научного сотрудника отдела маркетинга и культурно-образовательной деятельности, председателя комиссии профсоюзной организации Национального музея. Такой же лучший молодой профсоюзный лидер. Хочу наградить Григорьева Александра Сергеевича, сотрудника сектора информационных технологий. И с таким умом люди у нас в очень большой цене. Спасибо вам за работу. И наградить Волкова Александра Владимировича, заведующего сектором археологии и древней истории. На такой приятной ноте продолжаем нашу торжественную часть открытия юбилейного года видеопоздравлением от Андрея Юрьевича Александрова, ректора Чувашского государственного университета имени Курбанова. Глубоко уважаемая Ирина Петровна, глубоко уважаемые сотрудники Чувашского национального музея, от коллектива Чувашского государственного университета и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменательной датой, столетием музея. Ваш музей хранит уникальные коллекции бесценных материалов по истории и культуре чувашского народа. Благодаря кропотливому труду нескольких поколений музейных сотрудников собраны экспонаты культурно-исторического наследия Чувашии. Сегодня Чувашский национальный музей – это не просто хранилище самых разных материалов, но и центр культурной жизни нашего города и республики. И хочу пожелать вам доброго здоровья, благополучия и вдохновенной работы над новыми проектами. Дорогие друзья, коллеги, от души поздравляю вас с юбилеем музея. На протяжении века Чувашский национальный музей служит духовному и культурному просвещению людей, бережно хранит для потомков память поколений и предоставляет замечательные возможности для творческого развития личности. Искренне желаем вам, дорогие друзья, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, необычных выставок и благодарных посетителей. Дорогие друзья и коллеги, хочется поздравить от всей души вас, хранителей исторической памяти, с этим замечательным днем. И за это время вы смогли приумножить вот то наследие, которое создает из нас людей, которые понимают, насколько важным является наша историческая память. Хочу от лица историко-географического факультета
поздравить вас, уважаемые коллеги, с этим замечательным праздником и пожелать вам самых добрых начинаний в деле сохранения национальной культуры. Слово предоставляется Широкову Олегу Николаевичу, декану историко-географического факультета Чувашского государственного университета имени Ульянова. Да. Дорогие друзья, вот мы все одна большая корпорация, одна большая община. Я вижу здесь такое количество историков, наших выпускников. Поэтому я думаю, что вполне вот резонно, да, что кузница кадров является одной из, наверное, составных частей этого большого музейного комплекса. Так ведь? Это кадры, это основа всех основ. Ну и, конечно, как историк не могу не отметить вот те уникальные вещи, которые сегодня хранятся. Вот 2021 год главой Чувашской республики Олегом Николаевым, он обозначен как год подвига народа в строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Большая проблема просто найти фотографии строительства. Как правило, они, наверное, велись, но они находятся, скорее всего, в спецхранах, поскольку этим занимались особые структуры, подчинявшиеся НКВД, и понятно, что вот так вот получить доступ практически невозможно. И вот узнаешь, что вот есть рисунок строителя, тогда еще совсем мальчишки Яковлева, который хранится в Музее воинской славы. Вот удивительные вещи. Ну, чтобы не повторять, конечно, вот эти очень важные слова, я расскажу об одном факте. Многие слышали, но лучше всего этот факт еще раз артикулировать, так, чтобы осознать, да, масштаб вот тех артефактов бесценных, которые здесь хранятся. Это не пустые слова. Шел 43-й год, это было 2 февраля 43-го года, всем известный праздник. Для нас это День Победы в Сталинградской битве. А 116-я стрелковая дивизия, разведчики, захватили самого главного человека, того самого фельдмаршала Паулюса, вместе с его адъютантом Вильгельмом Адамом. Ну, захватили, и потом выясняется, что в 1949 году в наш национальный музей была передана шпага адъютанта Паулюса Вильгельма Адама. А человек-то необычный. Есть фотография, кстати, она сохранилась, долго искали. Вообще, социально-культурный институт, слава богу, живут дольше людей. Вот уже столетия. Редко кто доживает. Но это означает, что по крупицам вот эта вот небольшая когда-то речушка, этот родник превратился в большой поток. Вот то, что вот сегодня мы с вами наблюдаем, который привлекает внимание. Я думаю, что это будет продолжаться в дальнейшем. И выясняется, что разведчики просто служили в 116-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Макарова, Ивана Макарова, который родился в Чебоксарском районе. На самом деле, это черта Чебоксар-Соляны. Знаете, где это все находится, да? И, конечно, они отдали это вот как не просто дань, которую вот человек, который возглавляет, нет, просто по-дружески отдали, ведь это он сделал, ведь это он пленил. Поэтому это все здесь находится. А потом история. Вильгельм Адам стал одним из значимых фигур в политической истории Германской Демократической Республики, нашего союзника. Он его отстраивал. Видите, как пересекались вот эти судьбы, и наша могучая держава получила такого союзника в лице ГДР. Вот сейчас это давняя история. Но помните, вот, да, кто глаз потеряет, тот, кто не помнит. Да, вот это главное помнить. И спасибо, что наши предки позаботились о том, что такие артефакты находятся в наших руках. Поэтому еще раз, дорогая Петровна и весь коллектив, поздравляю с этим важным событием, уникальным событием для нашей республики. Надо громче и громче об этом говорить, чтобы это доходило до каждой деревни, до каждого села. И вот тогда чувство гордости своей истории не позволит нам делать каких-либо ошибок.
Это, вот, наверное, самое главное. Ну, а, как говорится, подарки в пути. Добрый путь. Наши коллеги Национальной библиотеки Чувашской Республики отметили юбилейную дату 150 лет со дня основания. И сегодня Лизакова Роза Михайловна поздравляет Национальный музей. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Хочу, во-первых, искренне поблагодарить за приглашение. И мы, честно говоря, ждали. И действительно, нам совсем недавно нашей библиотеке исполнилось 150 лет, и мы открыли первую выставку в череде юбилейных выставок, запланированных в этом 2021 году. И Национальный музей нам очень помог. Мы создали рабочее место библиотекаря второй половины XIX века при поддержке Национального музея. И, собственно, эта часть экспозиции и сегодня является самой любимой и посещаемой нашими молодыми читателями тоже. Я для себя всегда отмечала Национальный музей, и сейчас это тоже с удовлетворением вижу, сколь гармонично развивается наш Национальный музей. Здесь есть место для всего. Есть место для глубокой научно-исследовательской работы. Есть энергия, время, желание проводить большие экспедиции. Есть место для научной популяризации исследований. Есть возможность в новый век подавать этапы истории, развития истории республики в экспозициях. Это очень хорошо. Сегодня очень много молодых в Национальном музее. Именно они, по-моему, привносят в него какую-то новую энергию, новое дыхание. И все это отмечают сегодня. Я с огромной радостью хочу поздравить наших коллег Чувашский национальный музей с этим 100-летним юбилеем. Это очень большая, очень красивая дата. Это говорит о том, что следующие 100 лет будут такими же яркими, очень важными в истории нашей республики. Да, такое надо обязательно писать. Я думаю, вы поделитесь действительно на сайте. Я вот что вам принесла. Я принесла вам коллекцию. Наш коллектив издал 2 года назад такую коллекцию электронных мультимедийных изданий, посвященных выдающимся людям Чувашии. Здесь и Ильичурин, Сергей Васильевич Иванов, и Айги, я прям назовусь, да, чтобы вы знали, Игорь Михайлович Юрьев, Андрей Анатольевич Николаев, Иван Яковлевич Яковлев, Яков Уксай, Геннадий Айги, всех не знаю, Петр Кузангай, Петр Павлович Павлов, Константин Васильевич Иванов. Вот мы подготовили такую коллекцию электронных книг, которые хранятся в нашей национальной библиотеке. Я вам это дарю. Мы издали календарь к юбилею нашей библиотеки, ну и ряд сувениров, которые я хочу вам подарить и электронное пожелать. Всего самого доброго в вашей работе, прекрасной музейной работе. Спасибо. Роза еще бизнес-министра знала, как мы работаем, да, мы так под чутким руководством развивались тоже. И сейчас, конечно, вот эта вот традиция совместной работы. Вот библиотека для нас, наверное, это самый близкий не просто потому, что мы храним, да, по роду деятельности, а именно по проектам, самый близкий партнер из всех учреждений культуры. Вот, поэтому спасибо вот за такое сотрудничество. Я думаю, что это будет продолжаться, тем более у нас с вами вместе юбилейный год. У каждого музея замечательная миссия – сберечь все то, что создано, и передать потомкам. Ведь наше настоящее без прошлого немыслимо, и приходя в музей, мы возвращаемся к истокам.
Слово предоставляется нашим коллегам. Геннадию Васильевичу Козлову, директору Чувашского государственного художественного музея, Тукмакову Александру Николаевичу, директору мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева и Альберту Николаевичу Сергееву, директору негосударственного учреждения культуры Научно-технический музей истории трактора. Добрый день, дорогие коллеги, Ирина Петровна, дорогая. Вы знаете, вековой юбилей – это дата, это целый век. Слава Богу, уже будучи совершеннолетней, у нас родили. В 1939 году мы появились, мы ваши дети. Ну, мы уже сами большие, но тем не менее мы равняемся своей работе на вас. Потому что методический центр дает нам правильное направление в развитии музейного дела. И действительно, в какой-то момент у нас появилась лакуна издательской деятельности. То есть мы свое собрание никак не могли в книгах изобразить. И сейчас я с большим удовольствием хочу вместе со словами поздравления от своего коллектива должного, хочу включить вам альбомы, которые мы смогли выпустить. Альбом по нашему собранию 550-летию, где уникальные произведения с изображением города нашего, любимого города. Дальше у нас есть музей, квартира Спиридонова, замечательное собрание там тоже есть. Есть отдел русского зарубежного искусства, где национальная библиотека Советского тоже находилась. Вот. И вот наше собрание 30-летие. И готовится еще одно на подходе издание, но вот ждем, скоро будет. Ну, от себя, как от руководителя, человека, обожающего свою любимую Чувашию, я, естественно, хочу, ну что самое красивое, Волга и березы, с любовью. Спасибо. Добрый день, коллеги, добрый день, друзья. Я, наверное, буду говорить прежде всего от имени филиалов, потому что это тоже ваша гордость. Один из филиалов это мемориальный комплекс летчик-космонавта. Сегодня он имеет структуру уже свою государственную, и она уже имеет ведет такую огромную большую работу, и благодаря вам. Это ваше достижение, это ваша гордость. И таких примеров у нас в республике еще много. Это как самостоятельно работает и очень широко это музей Кубинского в Басарском районе. Тогда они замену уже поздравили вас. И, наверное, еще я буду говорить еще несколько слов от имени художников, дизайнеров, которые с вами вместе параллельно являются свидетелями всех этапов развития музея. Все эти экспозиции, которые были первые, там, этапы старых помещений, потом других, и другие музеи, которые совместно мы работали в районных музеях и за пределами нашей республики, они до сих пор работают, они, конечно, благодаря вашему руководству, вашей научной работе. И мы, конечно, от имени, наверное, я только единственный здесь из участников этих групп художников. Вот, и хочу сказать благодарность от их имени, что нас доверили участвовать в этих работах. Еще хочется говорить огромное большое спасибо всему коллективу Национального музея, современному национальному коллективу, который уже имеет свое лицо, свой характер, свои традиции. Мы видим очень красивый сад, который уже я думаю, брендом является в нашей республике. И, конечно же, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, ко всем пожеланиям, и хочется внести вот этот вот вклад небольшой акции года дарения. Я привез тоже небольшой экспонат. Это, конечно же, работа для вас, для ваших научных сотрудников определить, что за эта вещь, откуда эта вещь, кто это сделал, когда это и так далее, и так далее. Загадки загадывают, коллектив готов разгадывать. Да, действительно,
год дарения у нас начинается. Мы об этом еще скажем. Год у нас раньше был месяц, а теперь год. Ко всему сказанному мы его написали на такой раме. Его можно повесить, его можно положить. Опубликуем обязательно. Конечно же, небольшой сувенир от нас, от нашего коллектива. От нашего коллектива. Это такой покажу. Не забыли, мы все-таки родные. Ну вот. И небольшие сувениры, тоже сами делаем. Спасибо огромное, что вы есть. И, конечно же, тот уровень, который мы достигли, продолжим дальше до космической миссии. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот первый раз, наверное, в жизни я вообще не готовился к сегодняшнему нашему выступлению. Вот доверился я своим деткам, у нас при музее есть общая дрожжа, и сейчас я попрошу внимание на экран. Гордость родной Чувашии, Помножить, ветеран, великий национальный музей, как и лицо республики всей, поздравляем вас с днем рождения! Жить с вами одно наслаждение. По жизни вам желаем драйва и позитива, чтобы в работе постоянно была перспектива. Хотим, чтобы вы всегда были открыты, а посетители здоровы и привиты, чтобы вас никакие вирусы не атаковали, чтобы вы сотни лет процветали. В общем, наши поздравления. Ну ладно, это мы поставим в социальных сетях. Уважаемые коллеги, я очень рад сегодня присутствовать здесь. Спасибо за приглашение. Мы тоже вот являемся, можно сказать, дочерним учреждением вашего национального музея. Почему? Вот первое становление в 10-х годах вы нам очень помогли и сейчас помогаете. Вы нам помогли разработать концепцию, собрать коллекцию, все это выстроить. И ваши специалисты нам очень помогали. И вам очень большое спасибо. Вообще, работая в разных учреждениях, я вот за свою жизнь запомнил один номер. 62-41-24. Когда я сегодня звоню Ирине Петровне, я уже набираю, мне пальцы автоматически. Почему? Все знают, да? 62-41-24. Что за номер? Приемная Национального музея. Да, это давно еще будучи Вятский Чубаков директор, мы долго общались, дружили, проводили совместные мероприятия, и День Республики, и Русь мастеровую. Спасибо вам большое. Действительно, вот сегодня я для себя сделал вывод, что вот, когда человек выбирает профессию по душе и, можно сказать, на работу уже не ходит. Вот мы ходим на работу с любовью, возвращаемся тоже домой с любовью и занимаемся очень полезным, нужным делом. И мне кажется, что ничего в жизни не вечно, как музейный предмет, если там работают надежные, добросовестные люди. Огромное вам спасибо, успехов. Вот мы сегодня вместе с многотысячным коллективом «Концентратные заводы», нашим партнером «Четра» решили вам подарить трактор Т-40. У вас уже есть трактор это самый современный, это самый надежный, чтобы народная тропа у вас не зарастала и не завалилась снегом, чтобы всегда чистить, все это было. И, конечно, еще говорят, если хочешь жить долго, занимайся спортом. Если хочешь жить вечно, напиши книгу. И вот наш коллективный труд нашего музея, это наши книги об истории мирового тракторостроения. Это, конечно, женщины красивой. И вот мы его тоже вам преподносим в 2 экземплярах. Один для служебного пользования, а второй для фонда вашего музея. На совместных проектах. Вот сегодня, наверное, вот, я тоже неправильно делаю. Я всегда мысли свои высказываю. Говорят, мысли материализуются. Мы вот вчера получили приглашение от Минского тракторного завода. И вот 29 мая мы должны представить нашу экспозицию, наши выставки тракторов, как в Москве, на главной площади города Минска. Так что давайте порадуемся вместе с вами. Итак,
Главное, чтобы не болели и чтобы все были привиты. Спасибо большое, коллеги. Вот с такими директорами, музейщиками, вы знаете, как приятно работать? Смотрите, какие красавцы. Ну вот. Спасибо большое, коллеги. Я тут подавила, не додавила. Наш главный атрибут нашего социального партнерства, чтобы у вас все было замечательно. Вот. Спасибо. Мы же сейчас не воюем, только договариваемся. И все за круглым столом. А что это? Ну, увидите потом. Спасибо большое. Из года в год пополняются фонды музея. И вот дарители музея – люди самых разных профессий. Слово предоставляется председателю Духовного управления мусульман Чувашской Республики, члену Общественной палаты Чувашской Республики Хайбулову Мансуру Максутовичу. Уважаемые участники сегодняшнего торжества, от имени Духовного управления мусульман Чувашской Республики, от муфти Рашида Хазранова и от себя лично искренне поздравляю всех сегодняшним знаменательным праздником. Как Духовное управление в своей деятельности также ведет очень активную позицию в сохранении своей традиционной культуры, наследия. Поэтому мы с удовольствием тоже, как вполне экспонаты Национального музея, дарим. Можно это у нас головной убор, называется чалма. Это уже имам, духовный настоятель, и который имеет степень ученых, образованные люди, они одевают эту чалму. Здесь основная называется вот эта черная часть фэс, и на него наносится белая материя. Она в длину 12 метров, потому что она удваивается, как бы двойной слой. Должно быть 6 метров, как это саван. Вот. Уже кто носит, допустим, челму, он уже покорный Всевышнему, то, что он как бы в состоянии, в ожидании, допустим, смерти. Он уже как бы в состоянии готов. Если вот, допустим, умер, его по традиции омывают и заворачивают на эту материю и этим пользуются. Поэтому это уже как бы состояние человека вот, в настоящее время и ожидаемое, то, что его постоянно сопровождает. И дает это как бы вот, именно обуздать свое эго, чтобы не забывать о ином мире. Так. Это у нас называется на татарском намазы. Здесь видите вот орнамент, это именно татарской национальной вышивки. Поэтому это уже не старинный, конечно, вот под старину сделано, вот сейчас она как, сохраняет те первичные виды. И также это уже турецкий стиль, тоже намазлык, называется коврик для молитвы. Это называется четки, они сделаны из косточки фиников. Чтобы как бы сделать эти четки, вот косточки финика кипятят в молоке. Когда она вот уже становится мягкой, тогда уже сквозную
делают дырку, и на этом уже, в общем, счет получается 99. По 33 раза идет восхваление Всевышнего, поэтому это как основном, что было под рукой, допустим, как еда, также финики, и уже косточки использовали для счета. Потом это уже как перо для писания. Это вот, также готовится, конечно, этот вариант из бамбука. И хотелось бы еще подарить арабские азбуку, потому что все начинающие, кто изучает арабский язык, начинают с алфавита, это уже арабские цифры. Поэтому мы с гордостью и дарим эти подарки, надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что у нас в Чувашской Республике именно ориентированное на сохранение исламских ценностей, мы как бы не имеем такого музея, поэтому Духовное управление мусульман Чувашии в 2019 году выступили инициативой на территории Батыровского района, села Шабудан, построить музей ислама в Чувашии. Поэтому мы молодые в этом направлении, поэтому присутствующих опыт работы и ваши подсказки, наверное, они всегда будут нам как бы только для развития. Поэтому поздравляем всех с праздником. Спасибо большое. К столетию Национального музея мы открываем программу юбилейных знаковых мероприятий и новые проекты, о которых расскажет директор Чувашского национального музея Ирина Петровна Меньшикова. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие гости, наши партнеры. Действительно, 100 лет работать в эти даты в музее – это очень большая честь для нас. Работать и отмечать 100 лет музею. Но, мне кажется, это и очень ответственно. Ответственно, потому что необходимо сохранить, что наработано нашими предшественниками за эти годы. Ну и, конечно же, очень ответственно, чтобы не растеряв, двигать музей, оставляя его учреждением, которое находится на плаву. Учреждением, которое находится в теме и идет в ногу со временем, отвечая всем вызовам нашей эпохи. Мы сегодня с вами открываем череду юбилейных мероприятий. В этот день мы говорим о том, что юбилейный год, он весь год, и поэтому у нас с вами все еще только начинается. Несмотря на то, что мы уже получили более 40 видео поздравлений, мы продолжаем их получать. Вот сегодня, прямо вот за час, наверное, за час до этого момента мы получили еще и поздравительную телеграмму от депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Николая Владимировича Малова. Он сердечно тоже поздравляет коллектив Чувашского национального музея со знаменательной датой. Со дня основания музея есть важная миссия сберечь все созданное поколениями предков и передать потомкам, ведь наше настоящее немыслимо без прошлого. Вот. И благодарит за самоотверженный труд и желает достижения и воплощения в жизнь самых смелых творческих планов, новых побед и достижений. Спасибо, скажем, Николай Владимирович. Он планирует сегодня принять участие в мероприятии, которое будет в музее Чувашской вышивки. Вы уже знаете, да, в музее Чувашской вышивки на открытии выставки. На открытии выставки, которая открывает череду выставок, посвященных нашим коллекциям. Мы будем рассказывать о том, какие у нас хранятся экспонаты в фондах.
И выставка «Наследие древнего народа» Авалги Ексей Эфкери – это как раз первая выставка, и она рассказывает о первых поступлениях в то время, когда музейное строительство у нас только-только начиналось. Самое главное событие, которое должно быть в этом году, и мы к нему очень готовимся, оно пройдет в апреле. Основные торжественные мероприятия 15-17 апреля. Мы в этот день, в эти дни ждем наших коллег из республики всех. Мы в этот день ждем коллег из региона и со всей страны. У нас пройдет межрегиональный музейный форум «Национальный музей 100 лет в истории Чувашии». Ну, так получилось, что наш музей среди ПФОшных музеев, то есть музей Приволжского федерального округа, самый молодой. Практически все центральные музеи соседей наших уже 100 лет свой отметили. Мы вот такие вот молодые, и поэтому мы их всех ждем к нам в гости. И кроме этого, в рамках этого форума пройдет еще и общее собрание Совета музеев ПФО, поздравление председателя управления, которое вы уже сегодня услышали. Кроме этого, 20-е юбилейные петровские чтения у нас пройдут осенью, также 6-е ивановские чтения и конкурс научно-практических работ, посвященных столетию изучения абашевских курганов. Музей наш, как вы видите, я надеюсь, вы об этом знаете, становится все ближе к посетителям и подстраивается под его потребности и интересы. И таким образом с этого года, в феврале, мы запустили новый график работы с проектом «Музей для друзей». Чувашский национальный музей и его филиалы переходят на удлиненный график работы. Музейно-выставочный центр до 8 часов будет работать по вторникам. Литературный музей, литературные среды мы их назвали, по средам. Сам Чувашский национальный музей по программе «Музейный четверг» работать будет до 8 часов вечера по четвергам. Музей чувашской вышивки и музей Михаила Сейстеля будут удлинять свой график работы в пятницу. И в эти удлиненные часы запланированы различные программы с тематическими экскурсиями, познавательными лекциями, литературно-музыкальными встречами и мастер-классами. Начинает работу новый проект «Выходные в музее», по которому мы планируем каждый выходной здесь, в музее, проводить активности. Когда-то, года 2 назад, мы со своими коллегами решили, что должно быть так. Выходные. Родители не знают, куда везти детей. И они говорят, а пойдем-ка в музей, там все равно что-то интересное происходит, даже если мы не знаем. И вот эта вот наша идея, наша цель, она постепенно начинает воплощаться, и поэтому мы ждем по выходным, потому что здесь будет всегда интересно, и какая-нибудь активность обязательно будет проходить. Вот, и вот, в общем-то, вот такие мероприятия мы с вами запланировали. Мы будем их проводить. Дальше огромная работа будет проводиться в направлении регистрации некоммерческой организации «Культурный фонд имени Михаила Петровича Тинихпин». И также идет работа над созданием первого культурного эндаумента Чувашской республики, что позволит привлечь внимание коммерческого сектора к проблемам музейного дела как в республике, вернее, как в Чебоксарах, так и в республике. Ну и, конечно же, будет создан новый сайт. И, как уже мы сегодня говорили, мы объявляем не месяц традиционно дарения, и мы объявляем год дарения. И в течение года мы ждем от наших дарителей экспонаты, которые будут, музейные предметы, которые придут к нам в фонды. Вот, и мы уже с вами этот год начали, подарки уже получили, год продолжается. И слово я хочу сейчас предоставить Александру Вениаминовичу Дмитриеву,
доценты кафедры природопользования и геологии Чувашского государственного университета. У него есть уникальные для нашего музея документы. Во-первых, я хочу поздравить столетие музея. И вот, ведя научную работу, я вот 15-й выпуск, то есть 11-й выпуск сборника статей Чувашский национальный музей «Люди, события, факты». И тут я прочитал, они возглавляли музей. И в этом списке директоров есть пробел, именно во время войны. Вот, например, 17 августа 1941 года по сентябрь 1941 года музей возглавляла Агния Дмитриевна Плетнева-Соколова. Она была исполняющим обязанности. А потом в музее только есть данные, что вот в 1943 году уже другой директор. А вот этот промежуток 41 сентября 1941 года по, считайте, январь 1943 года нет данных, тоже был директором, да? И мы вот, то есть у меня документы есть о том, что вот это время исполняющим обязанности директора была все-таки Соколова-Плетнева Агния Дмитриевна. И вот, в общем-то, тут есть документы, выписки, и сейчас я, наверное, прочту. Вот, например, да, удостоверение дано Плетневой Соколовой, Агнии, о том, что она работала в Краеведческом музее Чувашской ССР в качестве старшего научного сотрудника 20 апреля 1941 года по 18 сентября 1941 года. Дальше, вот интересный документ. Вот выписки из приказа 140 от 23 июня 1942 года о возобновлении работы Краеведческого музея Чувашской АССР. То есть возобновление, то есть вот до этого времени музей, похоже, не работал. И вот параграф номер 2. Параграф номер 1 нету, вот его надо найти, параграф номер 2. Зачислить в штат Краеведческого музея Чувашской ССР Плетневу Агнию Дмитриевну на должность старшего научного сотрудника с 26 мая. Приказ от 23 июня, а зачисляют задним числом 26 мая. Это тоже интересный факт. Но дальше назначить временно исполняющим обязанности директора Краеведческого музея Чувашской ССР старшего научного сотрудника Плетнева Агнию Дмитриевну с правом распоряжения кредитами. То есть уже, считайте, это настоящий директор, хотя и исполняющий обязанности. Но вот это вот 42 год, и потом уже целый ряд документов, я их, конечно, зачитывать не буду. Тут есть ее... много документов. Оригинальные, с подписями, живыми подписями, печатями и личный тут автограф. Соколов Плетневой тоже есть. В общем, много интересного. Слово предоставляется Оксане Ивановой, руководителю службы по связи с общественностью акционерного общества «Почта России». Я уже смело могу говорить коллеги, потому что мы очень давно работаем с Национальным музеем и с рядом других, да и с художественным выпускали совместные проекты. Тут половина зала очень знакомые лица. Очень приятно вас видеть в такой праздничный день.
Ну, мы традиционно, что может подарить Почта России? Да? Мы можем подарить конверт, или открытку, или марку. Но факт, что все эти вещи, с одной стороны, вроде бы продвигают туристический бренд, продвигают нашу республику, с одной стороны, продвигают вот музей национальный, а с другой стороны, это в такой форме Почта России заботится о материальном благополучии музея. Например, вот все эти государственные знаки почтового оклада, как они у нас правильно называются, ну, лет через 100 будут стоить, наверное, миллионы долларов и очень обогатят. Которые мы такие вещи делаем, да, потому что они на самом деле очень небольшими тиражами выпускаются, да, для них же разрабатываются уникальные специальные штемпели, которые действуют вообще один день только, и их нигде больше в мире нет, поэтому филателисты такие вещи очень любят, и они очень ценятся. Так. Я сначала вам подарки обычные, вот чего у вас еще нет, что у нас выходило в прошлом году. Это вот к столетию Чувашской республики мы выпускали марку, посвященную Чувашии. Так, потом вот у нас тоже выходила марка, посвященная национальной вышивке чувашской. А теперь нам нужна стойка. Мы на днях, вот буквально позавчера у нас пришел конверт. Обыкновенный художественно маркированный почтовый конверт с изображением, да, вот здания Национального музея сегодняшнего. У нас есть штемпель. Да, и мы сейчас проведем церемонию памятного гашения. Вообще процедура легкая, да, делается она свободно. Мы на чем-нибудь сейчас несколько конвертов дадим, мы потренируемся, потому что если первый раз не всегда получается. Надо прицелиться. О, правильно. Видите, работники музея даже научились дату переводить на почтовый штемпель. Они уже практически готовые работники для нас. Все. Ирина Петровна, наверное, вы своей рукой погасите тоже несколько конвертов. У вас будет получаться выпустить. Так, это рядом, да? Даже. Сколько мы там будет, сколько и подарим. Там 100 штук. Мучить не будет, да, сейчас аккуратно. Еще и складывать будем, да, конечно. Сделаем ну, у нас тут очень важная работа. Вот заодно посмотрите, чем на почте люди занимаются. Плотный впечатление на почте. Раньше надо было языком работать. Написано, что это Чувашский национальный музей, 100 лет. И на штемпеле написано Чувашский национальный музей. Ну, вот все. Все, мы это забираем. Штемпель же у нас остается? Да, мы у вас на хранении, ну и мы вам оставляем вот пачку конвертов. Пожалуйста. Есть чем вечером заняться. Сегодня наши участники торжественного мероприятия в конце уже могут торжественно погасить, потренироваться и забрать себе эти конверты для приглашения. Благодарю очень Спасибо. Большое спасибо, Оксана Ефремовна. Прошло 100 лет.
войдет. Но каждый снимок и портрет, любую вещь, любой предмет здесь сохранит народ. Краткий обзор развития музея показывает, что путь этот был непростым. Музей есть труд и вклад работников и ветеранов музейного дела. Наши искренние слова благодарности сегодня адресованы им, помогавшим сберегать музейные ценности. Долгие годы создававшим все новые и новые выставки. Самые нелегкие годы сохранившим верность своей профессии. И сегодня просим вас под аплодисменты поприветствовать ветеранов музейного дела. После таких слов, сказанных в таком маленьком зале, конечно, всех нас радует. Я вас простите меня, у меня голос такой сегодня пропавший. Но тем не менее, по приглашению пришлось прийти сюда. Поговорить со всеми, смотреть на нас, на всех, показать себя тоже. Правда, мы часто встречаемся, да, почти через день. В одном магазине как покупали. Но что хотел сказать, вот начался юбилейный мероприятие, я сейчас сидел знакомиться, в течение всего года, даже охватывает чуть-чуть 22-й год, так ведь? Да, очень много событий предстоит, очень много встреч, было приятно на этом экране увидеть такие интересные кадры, особенно выступление Александра Михайловича. Я уж успели сказать, мы ездили туда, по-моему, да? Да. И он приезжал сюда, да? Такие кадры, интересные кадры были, фотографии были, скорее. Но мы, ветераны, продолжаем работать, без бездушия, как говорится, не забывая поставленные перед нами нашими учителями задачи. Правда, сегодня я пришел с учениками, я тоже в течение всего года буду готовиться тоже подарить Национальному музею. Есть у меня очень интересные подарки. Недавно я из прессы узнал, что ищут проекты уже снесенных некоторых зданий, хотят восстановить храм, так вот старые проекты ищут. Я вот в последнее время занимаюсь проектами создания интересных таких проектов. Их у меня накопилось порядка больше 10. Но наверняка они тоже будут очень нужны через когда через столетие. Ну вот, стараемся, значит, тем не менее, буквально в моих руках находится проект, обновленный проект Тиберищенского
Европейский музей, допустим. Тоже, кто там не побывал, я вот советую съездить туда, электронная была. Вы были там, да? Почти. Там, смотрите, да. Музей стал очень интересный, наш филиал. Ну, можно сказать, даже для нашей республики, это европейский уровень. Буквально сейчас такой проект, буквально вот немного осталось, заканчиваю для Родины Владимира Шляпина. Тоже наши сотрудники, Александр Николаевич, вот мы приезжали, когда у нас выйдет для акцию. Но много, конечно, воспоминаний, если так вот разобраться, но они все были бы очень уместно сказаны именно сегодня в этом зале, но из-за нехватки каких-то моментов, мало времени, всем-то уже хочется что-то сказать. Я помню, когда этот музей строили, новое здание такое, фактически мы это здание не новое, а реконструировали. Если старые, сохраняя вот эту часть, построили новый такой. Но были определенные трудности. Мы очень сильно старались тогда, Татьяна Олеговна помнит, наверное. Вот сегодня говорили музейный комплекс. Сейчас это очень пропагандируется. По всей России, значит, очень серьезное внимание этой работе подают. Мы ведь хотели тоже Чувашию прославить, когда мы со мной сделали, я не знаю, как посвящать. Да, вот она занимается вот этим делом, с туристами и так далее. Сегодня только познакомились, к сожалению. А вот, честно говоря, для нашей республики это было бы огромное дело. Вот говорим мы очень много, развивать на туризм, объекты создавать. А вот Ефремовский комплекс, все эти здания надо было отдать под музей. Вовремя надо было отдать под музей. Уже не можем забрать. К сожалению, появились жилые дома. Это было бы большое для нашей республики, очень большое дело. К сожалению, в других регионах этим событиям, этим вещам относятся очень положительно. Я побывал во многих местах. И после работы, вот после того, как ушел из музея, вот, после завтра где-то опять Тетюши. Посмотрите, как это делается. Вот. Я вам желаю не просто в залах сидеть, какие-то новости, какие-то вот интересные выставки делать, а надо развивать и в другом плане. Вот Олег Николаевич ушел, Аликовский, построили. За 3 месяца мне говорят некоторые, а зачем? Я говорю, когда мы такие крепости имели, вот Тигашевское городище, Доябинское городище, это же самое сильное, это самый сильный объект для нашей республики. Туда люди будут хлынуть. Надо будет строить гостиницы, если этот объект у нас появится. Другие структуры надо строить. Поэтому я вас поздравляю. Не улыбайтесь, продолжайте так же. Да, Игорь Константинович, но очень важная ваша мечта, коллеги все, мы можем доложиться нашему директору. Да, я тоже пришла на работу в музей, именно Игорь Константинович меня пригласил. Мы можем вам доложить о том, что ваша одна большая мечта сбылась. Музей чувашской вышивки мы все-таки сделали, да. Потому что, как я только пришла, он говорит, вот музей вышивки, вот музей вышивки. Не сразу, но получилось. И я надеюсь, все его мечты, как настоящего музейщика, как директор, из всех директоров, он больше всех отработал, отдал свою жизнь Национальному музею. Вот, Игорь Константинович, потихоньку, не сразу получается, но потихоньку мечты сбывать. Но вот самое Проблема стареет, вот где-то проблема. Вот, но самая главная мечта, я вот с гордостью докладываю своему директору о том, что музей вышивки мы сделали. Спасибо, Игорь Константинович. Проекты, я уже теперь не знаю, где они хранятся, а фактически у нас был проект
полностью вот этот двор, дворовая часть, должна была, вот эта часть должна была быть полностью под крышей, в теплом варианте. То есть идешь зимой, 20 градусов мороза, а там 20 градусов тепла. Идешь по музею. В этом дворе трехярусный, на каждом ярусе там события должны быть. Ну как трехпалубный теплоход. Мы же на Волге находимся. Вот такой проект был там. Но, Эдуард Константинович, фондохранилище для реконструкции проект сделан, все экспертизы пройдены, ждем финансирования. Это тоже очень большое наше достижение, коллеги. Фондохранилищу быть. Я знаю, что это тоже одна из еще не сбывшихся мечт Эдуарда Константиновича, но мы уже на полпути, потому что проект и экспертиза градостроительная — это уже очень много. Ну, а сейчас, наверное, Татьяна Олеговна, предоставляю слово. Добрый день. Спасибо большое вам всем, особенно директору музея, за то, что нас, ветеранов, пригласили сегодня на такое торжество. Жалко, что не все ситуации, не все позволяют. Нам очень приятно быть среди гостей и среди своих коллег. Спасибо большое, это во-первых. Во-вторых, конечно, очень приятно, что такой юбилей мы празднуем вместе с вами. Потому что каждый из нас, вот тут всего 7 человек из ветеранов, кто смог прийти, каждый из нас, конечно, отдал музею не один год. Были случайные, многие случайные люди, которые приходили, уходили. Но вот все, кто здесь стоят, работали не по одному десятку лет. И отдали свои силы, знания, жизнь, можно сказать, музею. Ну что, вот Елена Петровна сейчас сказала, конечно, это была моя мечта, самая большая, о новом здании фондохранилища. Потому что музей реконструировали, как Эдуард Константинович сказал, я была свидетелем этому, была на всех совещаниях со строителями, видела, как он боролся, как он отстаивал свои идеи. Но здание фондохранилища — это самая большая мечта, пока не сбывшаяся. Но хочу пожелать, чтобы она сбылась в ближайшем хотя бы 5-летии, что ли, и чтобы фондохранилище было оборудовано самым современным оборудованием для хранения коллекций. Потому что мы вот с Эдуардом Константиновичем были в музее Шолохова на Кубани, возили туда выставку. И совсем молодой музей, и я была удивлена, какое там было построено фондохранилище. Ижевское еще. В Ижевске тоже, да. Но вот особенно меня поразил музей Шолохова. Вы знаете, там было так оборудовано, что газовое пожаротушение предусмотрено было, что в течение нескольких секунд сотрудник должен был выйти, и двери наглухо закрывались автоматически, и проходило газовое пожаротушение. И в случае чего для нас это было... Но мы давно ездили туда. Это не сейчас, не сегодня. Может быть, сегодня многие музеи оборудованы уже. Ну, допустим, если я была в фондохранилище в Диме, в Москве, на Красной площади, ну, тоже это много лет назад, то там тоже было старое фондохранение коллекций. Ну, конечно, что-то мы у них брали, учились. И, конечно, хочется музею пожелать вот современного, оборудованного фондохранения. А всем молодым сотрудникам, кто пришел к нам на смену, хочется пожелать также любить музей, как и мы, отдавать все свои силы, знания, умения музейному делу. Потому что в музее проходит большая часть жизни. Здесь мы приходим молодыми, уходим уже в возрасте, передавая все свое наследие, которое мы собирали, хранили молодым сотрудникам. Желаем вам удачи, успехов в вашем труде и не забывать нас, конечно, и в дальнейшем. Спасибо большое. Музей — это особая атмосфера, и
как практика показывает, когда научный сотрудник, очень долгое время проработав, не 20 лет, правильно сказала Татьяна Олеговна, случайные люди приходили и уходили, а люди, которые нравилась работа музея и которые понимали, что это действительно мое, они оставались, работали. И вот я хочу предоставить слово Эмме Дмитриевне, которая пришла научным сотрудником и отработав на пенсии какое-то время, очень тяжело уйти из музея, проработала музейным смотрителем музея Чапаева, я не помню сколько, но очень много лет. И поэтому это вот действительно ветеран музейного дела, который отдала, наверное, сколько лет, могу ошибиться? 57 лет. Вы представляете? Вот это признание, как любила говорить Вера Григорьевна, это диагноз, да? И с этим ничего не сделаешь. Вам слово. Татьяна Николаевна, так мы счастливы, что дает... Ну, что сказать? Музей наш, дорогой который, это музей Чапаева. Но он сейчас немножко прикрыт, мы надеемся, что он все равно откроется. Это, мы считали наш такой, единственный такой, потому что он был маленький, коллектив маленький, очень дружный все время, и всю жизнь прошла вместе нас. Вот только мы работали, так мы все вместе, как Дмитрий, мы все время вместе все. Возраст мой уже хороший, мне 81 год. Благодаря тому, что я еще и экскурсовод была всю жизнь свою, и музейная работа поддерживает, как-то вот держит, что мне всегда надо быть, вот в тонусе обязательно надо быть. Говорят, не старейте, а мы не хотим стареть. Это у нас уже в крови, это у нас отнять никак нельзя. Поэтому я думаю, что вся молодежь, которая пришла вместо нас, экскурсоводы тоже, сотрудники, научные сотрудники, тоже, наверное, так и будут всю жизнь себя чувствовать. Кто ты? Я сотрудник музея. Это такая гордость. Ну, что я еще могу сказать? Пожелать всем столько же труда, добра, желания работать и работать в музее. Никогда не покидать музей. Это самое интересное работа. Спасибо вам. Спасибо, директор, который при мне еще был. Эдуард Константинович начал работать. Потом ушел, все, остались, мы все работаем. Спасибо вам за то, что пригласили, за то, что погода была интересная, за то, что работали, за то, что инициативы и будем жить, несмотря ни на что. Спасибо. Неужели все помните? Все? Ну что же, тогда... Хочешь сказать? Конечно. Она у нас везде была. Я и сейчас не успеваю. Я молодежи напомню, майора Маргарита Дмитриевна. Да. Я начинала работу в Краеведческом музее, в том здании Успенской церкви, поэтому очень с благодарностью, с тоской и с грустью хочу вспомнить тех еще директоров, которые были в то время. Это Анна Артемьевна, Авдеева, Анна Степановна Зерняева, Александра Максимовна Лаптева. Поэтому это то поколение тех самых музейщиков, настоящих, с такой музейной косточкой. Вот оттуда у нас и любовь к музейному делу. А дальше уже более молодое поколение пошло, хотя Эдуард Константинович сказал, стареет, я как-то не заметила, что он стареет. И хочу сказать, Эмма Дмитриевна правильно сказала, что музейное дело, оно вдохновляет, и как Эдуард Константинович про меня сказал, без него успевает, а музей подстегивает. И сейчас я бегаю на экскурсии, и сейчас вот эта вот любовь к родному краю, к значимым событиям. Телевизор я не пропускаю, национальное телевидение. С гордостью и с любовью хочу сказать, вчера посмотрела передачу по существу о нашем музее, с удовольствием вникала в разговор, в рассказ Елены Петровны Меньшиковой. Так что музей – это стимул. Поэтому очень хочется пожелать, чтобы вот это вот то, что мы, взрослое поколение, хотим передать свою любовь к музею. И хотим выразить благодарность стенам музея, тем другим зданиям, могут еще другие, может быть, расширяться, что вам и желается, чтобы было желание работать, ходить в музей. И с гордостью, а есть чем гордиться, о родной Чувашии рассказывать всем.
Спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Я что хочу сказать, уважаемые коллеги. Сегодня было очень верно подмечено, что коллектив у нас все молодой и молодой, очень много новых сотрудников. Но есть такая прослойка музейная, да, где здесь работает от 15 и так далее, которые вас еще очень хорошо мы все помним и считаем вас настоящими учителями. И вот те люди, которые работают уже, еще раз говорю, больше 15, кто-то 20 лет, вы наши учителя. Если бы не вы, наверное, эта музейная прослойка, которая существует, все сейчас понимают, кто о чем говорит, она стала бы иначе. И поэтому от имени вот той музейной прослойки, которая есть, огромный вам поклон, уважаемые ветераны. Мы вас очень любим, мы очень много взяли от вас, да, много мы научились. И, наверное, только благодаря вам, не наверное, музей сегодня на таком уровне, на котором мы сейчас его видим. Большое спасибо. Я хочу предоставить слово главному экскурсоводу Чувашского национального музея, который очень много лет тоже проработал в музее. И поверьте, это лицо музея, которого экскурсовод, как Эльмира Дмитриевна, знает, наверное, население республики больше, чем, может быть, Ирина Петровна, директора, заместителя и других людей. Потому что самые высоко поставленные лица, официальные лица, делегации, зарубежные гости, это все на Эльмире Дмитриевне. Вам, дорогая Эльмира Дмитриевна. Спасибо, конечно, за добрые слова, за память, я всегда так говорю. Это очень приятно, что нас помнят и узнают, когда мы заходим в стены музея, потому что действительно, когда есть много молодежи, не все же они нас знают. Ну, и то, чтобы, так сказать, эта преемственность действительно была, необходимо, да, вот и такие встречи для того, чтобы мы знакомились глаза в глаза, глядели. И, конечно, что хочу пожелать вам всем? Любить то, что вы делаете, потому что только тогда вы будете с радостью ходить на работу, все будет у вас в руках гореть, вы будете, вас будут знать, вы будете людей знать, и не замыкаться в стенах музея, а выходить в другие музеи, в другие организации, да, чтобы, вот как мы все знали, все, кто работает в гуманитарном институте, библиотека, это тесный такой круг наш был. Очень много было действительно друзей музейных, мы и сейчас встречаемся, да, и здороваемся на досуге. В общем, я хочу сказать, что работать в музее – это значит постоянно самообразовываться. И каждый посетитель вам всегда принесет что-то новое. Люди всегда говорили так: ну что там провести экскурсию, да? Одеться красиво, пройтись по залам. А вы попробуйте выучить, а текст, как говорили, выучил, и как магнитофон, включил запись и вперед. А вы попробуйте одну и ту же экскурсию разному дать людям, детям, допустим, высокопоставленным лицам, где-то школьникам, где-то студентам. Ох, как покрутитесь! И так поймете, что это, оказывается, не заученный однажды текст, а столько возникает вопросов, на которые необходимо ответить. Вот я, например, хочу сказать, я задерживаю ваше внимание, но когда вот приходят высокопоставленные лица, например, они говорят 20 минут, 15 минут. И дай-ка ты за это время историю края, допустим, с 9 века до начала 20-го. А еще хуже, когда вам говорят, у вас отведено 40 минут. А посетитель, как, например, Дмитрий Медведев, бежит впереди экскурсовода, и надо его занять, эти 40 минут, для того, чтобы пройти по этим залам. Так что, знаете, ситуации были очень интересные, и дай Бог, чтобы и у вас так много было интересных знакомств, встреч, и все это, чтобы вам дало что-то новое, толчок к жизни вперед, и чтобы было всегда желание узнавать и узнавать, потому что много знаний не бывает.
директором, чтобы очень долгое время могла с нами работать и передавать свой опыт. Очень часто вас не хватает. Но Эдуард Константинович, я тоже хочу сказать, он по натуре, конечно, авантюрист. С ним было всегда интересно работать, ни минуты покоя. Он мог в любое время сказать так ко мне и какую идею выстрелить, и хоть как-то его реализовывать. Вот такие моменты тоже было, и это было всегда. Когда я работала с Эдуардом Константиновичем, вот наш коллектив, он какой-то вот такой пороховой бочки, да, он не знает, что он придумает, что скажет. Мы когда-то выезжаем, собираем, берем экспонаты, у нас уже нет, мы в Пензе, там в Перми, там Вешенка и так далее. То есть это вот такой был локомотив очень сильный, и за ним всегда надо было успевать. И мы успевали, да, Эдуард Константинович? Успевали? Поднимите, пожалуйста, музей. Я многих не знаю. Так, давайте мы хором станут те музейщики, пусть которые нынче работают. Да, ну, своих не работать в музее, потому что Елена Олеговна, она очень сильный специалист по городу, все экскурсии, был институт туризма, помните, да, очень много было общих каких-то проектов, но придя в музей, конкретно музей Чапаева, было ощущение, что она там работает не один год, а вот очень много лет, потому что Елена Олеговна такой человек, который сразу же заболел музеем Чапаева, он переживал за Чапаева, все факты сводил. И, то есть, Елена Олеговна, вы тоже с нами, мы вас тоже очень любим. И когда Эльмира Дмитриевна ушла, на самом деле, наставником по экскурсиям, конечно, была Елена Олеговна. И очень жаль, что вам пришлось уйти, но у нас впереди большой проект, это музей Чапаева. Я думаю, ваша помощь нам еще нужна. Она еще в той же, все забывают, она еще в той же, если работала сотрудником. Ну, в туризме я 45 лет уже, начинала в бюро путешествий и экскурсий. И, конечно же, весь материал экскурсий по городу, республике, по окрестным территориям мы брали в краеведчестве тогда, в Чувашском национальном музее. И когда поток туристов стал настолько большим, что музейные сотрудники не справлялись со всеми группами, экскурсиями по экспозиции, то городские экскурсоводы, которых готовила и я, в том числе с 1975 года на курсах экскурсоводов бюро путешествий, я работала 20 лет, то мы пришли сюда учиться. Прошли курс обучения, освоили экспозицию и по всем музеям, Чувашскому национальному музею, музею Чапаева, художественной галереи, когда она так называлась, проводили экскурсии городские экскурсоводы. И, конечно же, среди туристов всегда восторженные отзывы и об экспозициях, и о наших таких интересных, редких музеях. Слышала все эти 45 лет. Ну и, конечно, нужно вспомнить тех, кто создавал эти музеи. Из 100 лет Чувашского национального музея 50 лет проработала в музее, начиная с литературного, потом краеведческий музей, потом уже музей Чапаева стала его мамой, Валентина Ивановна Браченкова. Ну, по состоянию здоровья сегодня не пришла она. Но вот видите, полвека из 100 лет она проработала в музее и нас экзаменовала так, что мы просто как военные ходили по кругу по музею Чапаева, и она нас строго спрашивала: первый поход на Уральск, второй поход на Уральск, третий поход на Уральск. Все досконально, чтобы от зубов отлетало. И, конечно же, я считаю, что работа экскурсоводом, работа в музеях – это не работа. Это жизнь, жизнь интереснейшая, полноценная, полное знание, интересов и творчества. Просто вот мы остаемся в душе, конечно, музейщиками. И я вас поздравляю, что вы выбрали эту профессию, эту работу. Как я не сказала, не работу. И много можно доброго сказать, и вы знаете, что мы вас всех любим, и музей любим, мы приходим постоянно здесь вот оттираемся. Надеюсь, что не надоели. Спасибо большое вам за работу.
сказать, что вы с экскурсоводом оказываетесь. Да. И я тоже, чтобы вы знали, в последнее время занимаюсь экскурсиями. Да. Поэтому мне эта работа очень интересна. Правильно вы сказали, что здесь есть экскурсии. Для молодых я хотел бы сказать, значит, последние годы мне приходится работать картинкой забеляюсь. То есть в прошлом году отмечали, вся Россия отмечала очень событие, крупное событие, 175 лет русскому географическому обществу. Помните? Да. Это был август месяц. И вот в рамках этого празднования мне пришлось создать проект. Этот проект сейчас я развиваю для всех районов. Пока этот проект реализовали мы на территории Марпасадского района, проект называется таким образом. Это вот для экскурсоводов, молодые экскурсоводы есть. Проект называется «Самая высокая точка каждого района». То есть в Марпасаде, в Марпасадском районе, на берегу Волги, находится над уровнем моря на высоте 197 метров. Это довольно высокое место. Это место географического общества посвятили 175 лет, да, и так далее. И рядом мы, сейчас проект заканчиваем, рядом строим впервые, по-моему, в России еще нет такого, впервые Урлатскую деревню. Это очень интересный объект должен быть. Урлатская деревня, как на Волге. Раньше занимались вот этим делом. Бурлаки. И когда бурлаки на лето собирались со всей республики, и не только республики, крае, можно сказать, да, они приезжали с семьями, с женами, детьми, они жили на Волге, сопровождая мужей, встречали и так далее, и так далее. Вот такой музей должен появиться у нас в ближайшее время. Все это помогает мне. Он географ по профессии, молодой марпасадский географ, предприниматель. Он хочет вложить большие деньги на строительство этого проекта Бурлатской деревни. Ну, надеемся, что появится еще самая высокая точка нашей Чувашской республики. Чувашская республика, самая высокая точка, находится в Алатырском районе, недалеко от Новых Айбес, в лесу, на высоте 278 метров. Я думаю, что для экскурсоводов это будет тоже очень интересное место. Через Ибресию очень можно добираться. Как раз попадает в ряд музеев. Спасибо. Предоставить слово Дядьковой Ирине Ивановне. А вы сегодня одна, у нас Людмилы Петровны нет. Надо представить. На самом деле очень приятно. Но Лина Ивановна — это человек из той категории научных сотрудников, которая сидит все время в архивах, собирает фотографии, пополняет фонды, строит экспозиции. Очень скромный, на наших глазах, очень скромный, интеллигентный человек, всегда приветливо, никогда никуда не вмешивается. И поэтому тоже очень много сделала, внесла в развитие музейного дела. И тоже вам слово, Ирина Ивановна. Мы всех вас помним. И прежде чем передать микрофон, еще раз хочу выразить от коллектива Национального музея вам большое спасибо. И всем нашим коллегам-ветеранам низкий поклон. Это тот самый человек, который сама не знает, это называется, знать, 7 раз отмерь, 1 раз отмечь. Спасибо. Работай. Тебе курнете, музей еще не занят, он и не курнете, шагандер, будет, раши для тебя саламладов. Курнете ырлых, сылых, пилей сунатов. Курнете музеи, пилегендер, ялана, фирмбада, парнезем дегильчер, Курадандем, кур, залденчидер, тулы болчер. Теперь мы наших коллег принимаем в ряды Чувашского национального музея вновь. И завязываем и наши фирменные галстуки. Ну, а коллеги, к сожалению, да, у нас ограниченное сейчас время. Хочу вам сказать,
Все, что сегодня здесь происходит, можно будет посмотреть в прямой трансляции, в записи. Вернее, у нас идет прямая трансляция на Ютубе и ВКонтакте. И благодаря мероприятиям прошлого года у нас теперь есть аппаратура для прямых трансляций. Вот она стоит, и трансляция идет. Спасибо всем. Вот такая вот гвардия, к сожалению, в связи с сложными условиями, не самая большая. Мы, конечно, ожидали, что вас, дорогие наши ветераны, будут больше, но очень рады, что вот эта часть здесь, что вы с нами, что вы строго, я это знаю точно, следите за нами, за каждым нашим шагом. И, как уже было сказано, Татьяна Николаевна, действительно, вы – это те люди, которые заложили вектор развития нашего музея именно сейчас, в сложных условиях. Может быть, не то, как надо делать, а именно то, что нужно оставаться по времени, в теме всегда. Спасибо вам большое. А сейчас прозвучит песня о музее в исполнении студии Антона Бельского. Слова Светланы Гордеевой, композитор Антон Бельский. Поздравляем всех с праздником, хорошего настроения. И этим настроением хотим поднять до совсем новой песни про наш Чувашский национальный музей. Так, вы готовы? Поехали. Можно включить уже минус. Так, хотели уточнить, да, минус у нас. Все, хорошо. Да, пускай будет небольшая интрига, значит, наш минус, он постепенно сюда, да, передвигается, да. Хорошо. А сейчас слово для поздравления предоставляется гармонисту Георгию Смирнову. Сейчас премьера песни «Подарок от банда» Александра Речкина, слова Светланы Гордеевой, коллектив Национального музея присоединяется к поздравлению. Всех гостей, желаем вашим друзьям всего самого хорошего. Поздравим вас с ним. Поддержите. Светлана Гордеева уже сказали. Речкин Александр. А у вас уже есть еще слова? Сзади. У всех есть слова?
такое, как визитка приезжим гостям, а для жителей просто родное, вас улыбками взглянут цветам. Когда гости сюда приезжают и готовы в музее встречать, рассказать про историю края, про культуру ее рассказать, чтобы в жизни стало веселей. Приходи скорее к нам в музей, если хочешь удивить друзей. Приходи скорее к нам в музей. Если ты загрустил почему-то, если скучно семье выходной, загляните в музей на минуту, станет праздником день ваш любой. И экскурсии, и мастер-классы, экспонаты музея вас ждут. О республике нашей прекрасной интересно поведаем тут. Чтобы в жизни стало веселей, приходи скорее к нам в музей. Если хочешь удивить друзей, приводи скорее их в музей. Чтобы в жизни стало веселей, приходи скорее к нам в музей. Если хочешь удивить друзей, приводи скорее их в музей. Приводи скорее их в музей. Продолжает концертную программу торжественного мероприятия своим выступлением Чувашская государственная академическая симфоническая капелла Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики.
Музыка Германа Лебедева, слова Александра Алки, Шулхыщен Шул, солист Юрий Панигеров. А сейчас обещанная песня от студии Антона Бельского. Песня, посвященная музею. Пожалуйста. На свете работа такая, собирать, умножать и хранить жизнь истории нашего края. То, что было, ценить и любить. И в музее сотрудники знают, что работа найдется всегда. Все когда-то истории знает, пролетают как быстро года. Он всегда собирает музей всех хороших и верных друзей. Пусть в окошках горит теплый свет через 100 и 1000 лет. Чтобы знали и эти годы, чем прославились город и край. И музею надежные руки свой семейный архив передай.
культурой, природой, историей древней своей. Ведь в музее богатство народа для грядущего и для друзей всегда собирает музей всех хороших и верных друзей. Пусть окошко горит теплый свет через 100 и 1000 лет. Чувашский национальный музей собирает сегодня друзей. Пусть окошко горит теплый свет через 100 и 1000 лет. Через 100 и 1000 лет. С праздником! Выражаем благодарность Антону Бельскому за написание песни, посвященной музею, и за выступление, за участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию музея. Также выражаем благодарность Александру Речкину за участие в торжественном мероприятии. Ну а сейчас обещано выступление с национальным колоритом от гармониста Георгия Смирнова. Пожалуйста, встречайте. Георгию Смирнову за участие в торжественном мероприятии, посвященному открытию юбилейного года. Ну а сейчас выступление продолжает Чувашская государственная академическая симфоническая капелла Министерства культуры Чувашской Республики.
Музыка Анисима Асламаса, слова Геннадия Ефимова, чувашский вальс. Солистка, заслуженная артистка Чувашской республики Татьяна Сергеева. Чувашские народные песни в обработке Федора Васильева «Лутраях Шишки». Тогда Урам Юры.
Филиппа Лукина, слова Николая Сандрова. «Чудо Эмит», солистка Любовь Зайцева. Русская народная песня «Над полями да над чистыми». Солистка Юлия Маркитанова. Oh,
благодать, чувашская народная песня. It's all over the
Вячеслав Вахтеркин. Чувашские самостоятельные музыки выражают благодарность Чувашской государственной академической симфонической капелле Министерства культуры Чувашской Республики. Капелла симфонической от всей души поздравляем с праздником и приглашаем на новые совместные проекты буквально совсем скоро, 26 февраля в зале музея Чувашской вышивки. Мы приглашаем вас на новый проект «100 тысяч песен и узоров». Вечер, 18 часов. Приходите на концерты симфонической капеллы. С праздником! Спасибо! Спасибо! Среди дарителей музея присутствует Федотова Людмила Аркадьевна. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Я присоединяюсь. Добрый день. Я руководитель школьно-этнографического музея средней школы номер 60. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Буду очень краткой. Подарок мой очень маленький, аж помещается в моей ладошке. Но я думаю, он такой, в общем-то, ценный. И думаю, что подарок найдет достойное место в экспозиции. Это колечко, это серебряное колечко. Вот с такими двумя монетками. Сегодня очень долго рассматривала, часто рассматривала колечко, очень сильно пыталась посмотреть, что же там написано. Монеты 1756 года. 5 копеек, серебро. Я не знаю, вот какого роста, я не знаю, какой комплекции была женщина, что у меня оно выпадает даже вот диаметр кольца измерила 2 сантиметра 2 миллиметра. Дарю. Спасибо. Ну что ж, друзья, уважаемые коллеги, наши гости, от всей души благодарю вас, тех, кто нас пришел поздравить, капеллу, которая любезно согласилась разделить с нами праздник. Уважаемых коллег, которые нашли возможность, у нас вообще сегодня день открытых дверей, и кто-то дежурит, и кто-то работает. Особая благодарность тем нашим коллегам, которые уже у нас в музее не работают, нашим ветеранам, которые, несмотря ни на что, на бушующую за пределами и в республике эпидемию, они нашли возможность прийти и разделить с нами радость нашего юбилея, радость нашего праздника. Я еще раз только обращаясь к своим коллегам скажу, это огромная честь выпала на нашу долю справлять, работать в музее, когда ему 100 лет. 150 это еще 50, тоже красиво, но 100 лет.
Это, мне кажется, очень красивая цифра. А нам с вами повезло работать в это время, держать марку, которую нам передали наши ветераны, развивать и молодому поколению, обращаясь к ним, и тем, кто сидит, посмотреть на все это и дальше эту марку нести. Потому что музеи были, музеи есть, и музеи будут. Где бы мы с вами ни были, музеи остаются и будут дальше развиваться. И если мы с вами окажемся причастными к этому, то мы молодцы. Если нет, ну, извините, называется. Еще раз нас всех с праздником, и я вас приглашаю вот за эту красивую ширму.